Всех побед хоккейного клуба «Энергия» не вспомнишь. И определить, какая из них наиболее крупная и важная, тоже невозможно. Но тот факт, что хоккейная коробка, забетонированная в 1977 году, спустя 3 десятка лет, выросла в настоящую серебряноборскую школу хоккея, через которую прошли сотни ребят, и на льду которой гоняют шайбу хоккеисты от 4 до 60 лет, вот это и есть самая значительная победа. Жизнь корту подарил первый директор Миренгринской ГРЭС Дмитрий Букин, ставший и первым тренером мальчишек. Культовая советская игра стала для них любимым увлечением, так что о достижении каких-то спортивных высот речи тогда не шло. Однако уже спустя несколько лет юные хоккеисты начали показывать серьезные результаты на соревнованиях различного уровня и масштаба, вплоть до всесоюзного. Константин, где? Хотел напомнить, как Бержакит его обдирал первые годы. Было такое, когда эти две команды, была в Беркакитсе, была в Серебряном Бору, еще помовские времена. Это ветеран хоккейного клуба Константин Фаткулин. 25 лет трудится на Миренгринской ГРЭС и столько же занимается тренерской работой. Выпускник Хабаровского института физической культуры, заслуженный работник физической культуры Республики Саха-Якутия. До приезда в Миренгри играл в Ангарске в команде «Ермак» класса А. Мальчишки, с которыми он начал заниматься в 1982 году, уже спустя 3 года стали серебряными призерами в турнире на всесоюзный приз Деда Мороза в городе Зеленоград. Менее чем через полгода в финале Кубка «Золотая шайба» «Энергия» стала 5-й из 16 команд. Лучшими игроками были признаны воспитанники Константина Михайловича, нападающий Андрей Пинчугов и защитник Евгений Яковлев, который затем играл за сборную Казахстана. Сыновья Андрей и Константин тоже пошли по стопам отца, причем младший сегодня тренируется у старшего. А сам Константин Фаткулин воспитывает публику более солидную, команду ветеранов, которой тоже оказывается не промах. В сентябре 2007 года в Уссурийске на международном турнире по хоккею среди ветеранов они заняли 3-е место. Пример отца – это, конечно, не чужой пример, но в данном случае и он оказался весьма заразителен. Андрей Фаткулин работает в хоккейном клубе с 1998 года. Окончил Хабаровский государственный институт физической культуры. Мальчишкой с удовольствием гонял шайбу, учился у отца, а теперь сам тренирует не только своего младшего брата, но и старшую команду, которая уже много раз и в разные годы становилась победителем всевозможных первенств Якутии, а также Дальнего Востока и Забайкалья. В 1999 году в Перми в финале турнира России среди клубных команд на приз «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова «Энергия» попала в 5-ку лучших команд. На этом же турнире образца 2001 года, проходившем в Подольске, наши хоккеисты стали 8-ми из 16 команд-участниц. Последние 5 лет Андрей Фаткулин совмещает тренерскую работу с обязанностями директора клуба. И на этом посту есть чему поучиться у своего предшественника. Ведь пример отца не чужой пример, но он всегда очень заразителен. Даже во времена, когда шоковая терапия перестройки обанкротила многие предприятия, мы с вашей помощью смогли выжить и стабильно развиваться. Отдельные слова благодарности Тарасову Олегу Владимировичу. Без его пристального внимания не проходит ни одно мероприятие. Константин Асеев окончил Благовещенский государственный педагогический институт. Долгое время жил и работал в Тынде. Довольно-таки успешно тренировал мальчишек, которые, кстати, очень часто встречались на льду с серебряноборскими хоккеистами. 7 лет назад решил переехать в Южную Якутию. Набрал группу детсадовских карапузов и начал с ними заниматься. Через 3 года команда, получившая название «Энергия-95», стала 2-й в первенстве Дальнего Востока и Забайкалья. В 2005 году выиграла в Красноярске Дальневосточно-Сибирское первенство России в группе «Б». В 2006 добилась права выхода в группу А в 2007 стала лучшей в зоне Дальнего Востока и Забайкалья. За заслуги в развитии физической культуры и спорта республики Константин Асеев был награжден соответствующим почетным знаком. Можно сказать, что это еще один представитель хоккейных династий клуба «Энергия». Владимира Мизинова совсем маленьким мальчишкой привела на корт его мама Марина Викторовна, работающая здесь завхозом. Его первым тренером был Николай Витальевич Пшеничный. Потом сюда пришел играть младший брат Женя.
Сегодня Владимир Мизинов дорос и до тренера, причем самого молодого. В ноябре ему исполняется 25 лет. Окончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. Теперь тренирует команду с длинным названием «Энергия-96-2000». Его подопечные в 2006 году стали первыми в турнире по хоккею, посвященному пятилетию клуба «Авангард», город Тында. А в марте 2007-го заняли второе место в первенстве Дальнего Востока и Забайкалья, проходившем в Хабаровске. Начинали все одинаково, потом делали из двух команд одну, обыгрывали мирян, как и в футзал сегодня иногда бывает, когда все объединятся, обыгрывают. Но вы, я имею в виду Олег Владимирович, директор нынешний, и, если вспомнить, Будкин, который начал всю эту работу, оказались более целенаправлены, более последовательны, более выдержаны. И даже в те сложные времена, когда была задержка и по заработной плате, и вообще предприятиям было очень сложно, все помнили о том, что это в конечном итоге дети, которые придут после нас, которым надо быть здоровым. И вот эта команда, она вышла уже сегодня на всероссийский уровень. И уж обычно хоккей называется, там, хоккей играют настоящие мужчины, а теперь настоящие девчонки играют, еще и выигрывают. Александр Литвинцев работает на корте 10 лет. Родом из Комсомольска-на-Амуре. С детства увлекался хоккеем. Практически всегда был на воротах, а вот тренером стал случайно. Взялся заниматься с мальчишками 82-го года рождения, оставшимися без наставника. Закончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. Осенью 2000 года впервые в истории клуба набрал команду девчонок. В успех этого начинания, откровенно говоря, мало кто верил. Однако Александру Владимировичу, воспитывающему, между прочим, 2 дочерей, удалось найти общий язык с будущими хоккеистками. Спустя несколько лет было сформировано 2 полноценные девичьи команды, а спортсменки «Энергии» стали занимать призовые места на турнирах Республики, Сибири и Дальнего Востока. Самую громкую победу девчонки одержали в марте 2007 года. На 3-й зимней спартакиаде школьников России в Бердске они стали первыми. Вскоре после этого Александр Литвинцев стал заслуженным тренером Республики Саха-Якутия, а его 6 лучших воспитанниц были приглашены в Красноярск, в команду «Локомотив Энергия». 2 из них, Маша Кириленко и Зоя Полунина, кроме того, сегодня играют за молодежную сборную России. Но официальный статус поселок Серебряный Бор приобрел на год позднее. Это что получается? Это получается, что вышли мы все из хоккея. Сначала был хоккей, потом поселок. Поэтому я поздравляю вас с этой замечательной датой, 30-летием хоккейного клуба «Энергия». Ничто не предвещало карьеры тренера. Михаил Вышеславцев пришел работать в хоккейный клуб слесарем. Пришел в начале 90-х годов с техническим образованием и личным пристрастием к этой игре. Но в итоге хоккей взял свое. Спустя 7 лет Михаил Михайлович набрал группу 4-летних малышей, которые тогда только делали свои первые и очень робкие шаги на льду. Перспектива увидеть уверенную игру и красивые голы в их исполнении казалась очень отдаленной. Однако через 4 года тренировок эти мальчишки удивили буквально всех и даже своего наставника. Они победили в новогоднем турнире «Будущие звезды российского хоккея», проходившем в Москве. В апреле 2007 года в Ханты-Мансийске команда «Энергия-94» завоевала главный приз клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. По итогам этих соревнований лучшим бомбардиром был признан Иван Щербаков, а Вадим Махрушин, Вячеслав Клюев и сын тренера Артем Вышеславцев вскоре были приглашены играть за хоккейный клуб «Сибирь» в городе Новосибирск. Еще 2 воспитанников, Антон Жданов и Александр Чернокнижный, сегодня играют в хоккейном клубе «Шахтер» в Прокопьевске. А сам Михаил Вышеславцев, награжденный почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта республики, продолжает, собственно говоря, развивать физическую культуру и спорт, уча азам хоккея 4- и 5-летних малышей. Вслед за основателем корта абсолютно все руководители Нерюнгринской станции старались беречь эти спортивные традиции. У 5-го по счету директора Нерюнгринской ГРЭС Олега Тарасова взаимоотношения с хоккеем особые. Он сам является президентом Федерации хоккея Нерюнгри. Так что, сев в 1998 году в кресло руководителя, он постарался обеспечить воспитанников клуба «Энергия» всем, чего им так не хватало. У хоккеистов появилась новая форма, собственный автобус,
возможность чаще выезжать на соревнования, а также то, о чем даже и не мечтают многие российские клубы – искусственный лед, позволивший на порядок увеличить время и эффективность тренировок. Но главное, что у клуба появились вот эти 4- и 5-летние малыши, для которых все вышеперечисленное ново и удивительно, и которым все вышеперечисленное поможет стать настоящими чемпионами. Я вот тут на досуге посчитал, даже если бы за эти 30 лет по 30 человек занималось, да, у нас на корме, и до 1000 человек прошло, да, а у нас последние 10 лет нарастающим итогом до 200 человек сейчас занимается. Представляете, какая у нас огромная семья. Каждый ребенок должен иметь возможность заниматься, ну даже не чем, возможно, ему нравится, а быть занятым не только в школе и развиваться гармонично, быть здоровым, надежным. Ну и радовал, что глаз родителей, нас тоже.